Откапывать ее можете. Страшно представить, какие мучения испытывает жеребец по кличке Бурый. Валиться с ног он начал перед нашим приездом в Аалбейка. Да вон кровь уже идет с носа. Как рассказывают фермеры, у лошадей высокая температура и давление. Причем неважно какого возраста. За пару часов до начала съемок умерла годовалая лошадь прямо в загоне. Все в шоке вообще. Все, кто держит лошадей. Вчера некоторые были нормальные, сегодня, видите, приехали уже готовы опять. На сегодняшний день уже, вот на сейчас именно 9 голов потеряно. В деньгах это почти 1 000 000 рублей. И это только у одного фермера. Вместе с другими хозяйствами, по предварительным подсчетам, 30 лошадей погибли. Уже 8-й день пошел, как падают до сих пор после этой обработки. Они через 3 дня на 4-й начали падать. Падать и вот так это дохнуть. Винят фермеры и местный фельдшер вакцину против клещевого энцефалита. Первый раз такое в моей практике, чтобы так было, чтобы лошади падали. Массово. Да, массово. И лекарство было на вид подозрительное. Доставили. До этого года вакцина была в виде порошка. Ее разбавляли и кололи. Нынче Госветинспекция закупила новую вакцину, уже готовую. После прививки место укола распухало, и дальше у всех одинаково. Давление, температура, мучение и смерть. Причем летальный исход настигал скакунов не всегда в загоне. Многие лошади паслись в округе или в самом Аале. Это просто ужас, это кошмар, так не должно быть. И нам тоже неприятно смотреть, вообще неприятно смотреть. Весной все тает вообще. Пахнет, запах идет. Это сейчас еще вы не чувствуете, а запах стоит, смрад на всю деревню. Туши лежат с разорванным брюхом и лопнувшими глазами. Жители говорят, теперь свой скот из дома не выпускают. Вдруг инфекцию подхватят. Вывозить трупы должны районные власти. Госветинспекция в понедельник забрала часть погибших, и все. Антибиотик ставим, не знаем, что делать больше, как спасать. Бицилин ставим. Так, давай, я сейчас еще бутылки приготовлю. Легче же тебе будет. Сейчас ветеринар прокапывает и колет антибиотики всем подряд, кому досталась прививка от клещевого энцефалита. После процедур лошадь себя чувствует нехорошо, нужно отлежаться. Фельдшер говорит, так хоть какая-то вероятность есть, что лошади выживут. В Госветинспекции пока данную ситуацию никак не комментируют. Говорят, надо во всем разобраться и получить результаты анализов. А они будут не раньше, чем через 8 рабочих дней. То есть, по идее, в середине следующей недели станет ясно, из-за чего же произошел массовый падеж лошадей. То ли от вакцины, то ли по какой-то другой причине. Артем Михалков, Евгений Сульбереков, Нота Бене.